ли у вас вообще болезнь? Информация. Информация о чем? Информация организма, тела о том, что нужно что-то предпринять и что-то сделать. Информация о том, что ты устала. Информация о том, что тебе что-то не нравится. Информация о неудобстве. Здорово. Станислав, мы можем попросить презентацию включить? Нету. Нету? Ну что, спрашиваете? Моя есть. Какая презентация? Это построенный номер, на самом деле, спонтанный. Сейчас мы этот вопрос решим. Ладно, я тогда буду рисовать, писать, просто там что-то зрительно лучше запоминать. Что такое психосоматика? Психосоматика – это связь психики и тела. Да? Психо-душа, сома – это тело. В нашем организме ничего не происходит просто так. Ни одно изменение не случайно. Даже если вы радуетесь, у вас меняется биохимический состав крови. Разберемся, почему так. Сегодня в одной из лекций уже не первый раз слышала такое мнение, что когда наша бабушка беременна нашей мамой, на 5-й неделе беременности там уже есть наша клеточка. То есть сначала скажу о том, что человек – это биопсихосоциальный индивид. То есть это 3 составляющие: биологическая, социальная и психологическая. Биологическая – это генофон, генетика, физиология, особенности мозга и так далее. Психическая – это мысли, мышление, эмоции. И социальное – это наше социальное взаимодействие. Да? Вообще, в основном у нас все симптомы возникают из социального взаимодействия, из коммуникации, да, которую мы хотим получить, не получаем. В детском саду, в школе, с друзьями, с родственниками, неважно где. И стоит сказать о том, это очень важно и самое главное, наверное, что все мы с вами родом из детства. Наши стратегии, поведение, реагирование на этот мир, да, какие-то паттерны, они закладываются уже в утробе матери. Есть такая, сейчас скажу, программа формирования ребенка. Это 9 месяцев до зачатия. 9 месяцев до зачатия. Сам процесс зачатия. 9 месяцев беременности и первый год до жизни. Точнее, первый год жизни. В этот период закладываются все основные паттерны стратегии. То есть почему 9 месяцев до зачатия? Потому что если у мамы были какие-то стрессовые ситуации, которые она не прожила, они также могут отражаться на ребенке. Зачатие. 80% моих консультаций мы выходим на то, что человек живет в какой-то стратегии, он как-то реагирует на этот мир, и мы идем по регрессивной шкале, ищем, когда запустился симптом, и очень часто этот симптом именно в утробе матери. То есть, когда мы говорим, вот ты еще не пришла сюда, да, вы, может быть, сейчас думаете, что какая-то отлетевшая, да, там, или что-то такое, но нет, это на самом деле так и есть, это очень часто встречается. А в утробе матери как раз проявляется, то есть мама переживает какие-то эмоции, что у мамы в голове, то у ребенка в теле. Ребенок все считывает, он на 100% считывает мать. И берет потом неосознанно эти стратегии. То есть мама до 1,5 лет и дальше впоследствии она закладывает ребенку базовое доверие к миру. У меня была девушка в консультации. Консультация 2 часа длилась, я уже думала, мы ничего, наверное, с ней не сделаем. С папой мы еще как-то более быстро прошли, но папа, она сказала, прорабатывать 2 или 3 года, я уже не помню сколько. А с мамой у нее был такой запрос, что она в каких-то социальных группах, когда она попадает в какие-то группы, чувствует себя отчужденной. Ей об этом говорят, люди это видят, ты как чужая. Я говорю, а тебе как самой? Она говорит, точно так же. И оказалось, что у нее в детстве была агрессивная мама. И мир для нее тоже агрессивен, то есть она боится, то есть у нее вот это как стена. Мы вот с этим работаем. Да, и здорово, что со всем этим можно работать. И также хочу сказать, что с нами со всеми в любом случае все так, с нами со всеми все в порядке. Нет плохо и хорошо, есть то, как вам. Вот. До 3 лет
случаются самые такие влиятельные конфликты, биологические конфликты для ребенка, которые впоследствии отражаются в его жизни. Естественно, это происходит бессознательно. Допустим, когда ребенку 2 года, мама куда-то уехала и не сказала ребенку, что она уехала. Ну, в отпуск, еще куда-то на учебу, да. Ребенок воспринимает как то, что мама меня бросила, да, то есть надо разговаривать с ребенком. У меня даже была ситуация с сыном, мы увезли его в деревню там на лето, и уехали так, чтобы его не расстраивать, да, они там за грибами куда-то, мы уехали, что не попрощавшись, он запомнил, он сейчас уже 17 лет, мне об этом говорит. Или у меня была девочка, у нее перед отпуском у детей, ротавирус начинался, да, вот это, все эти процессы, и у самой ее вышли на то, что страх новый, как раз вышли на то, что в 2 года, когда ей было 2 года, у нее мама уехала. Мы это прорабатываем, выносим эволюцию, и дальше уже все становится хорошо. Итак, дальше мы берем стратегии из рода, от бабушек, дедушек, и это все нормально. У нас на самом деле есть большая лояльность к роду. Даже есть такое мнение, что если мы посмотрим на свою жизнь, зачастую далеко мы проживаем не свою жизнь. Но не берите это за истину. Эти стратегии передаются бессознательно, да? Но сейчас у нас есть ресурс, у нас есть много техник с этим работать. То есть именно в консультации мы понимаем, что человеку некомфортно жить с той или иной стратегией. Да? Например, у меня была девушка, у нее была стратегия замирания. Она не могла полноценно делать вдох в некомфортной ей ситуации. Но опять же, мы вышли, что это появилось в утробе матери. То есть до нет, на протяжении всей жизни уже зачатие это и есть. Вообще, когда 5 дней от момента зачатия, как раз ребенку и передаются все вот эти стратегии, паттерны реагирования от мамы. Берем от мамы, от бабушек. Да, потом есть еще такое мнение, что, допустим, бабушка передает какую-то стратегию, но если мама повела себя полностью, с точностью или наоборот, она как бы развивает эту стратегию. Либо она осознала и порешала, тогда это дочери тоже не передается. А можно даже так сказать? Да, когда происходят какие-то конфликты, сначала расскажу, что вообще вот эта психосоматика, она вся основана на германской новой медицине, которую основал Ритгерд Хаммер. Где-то его называют Райтгерд Хаммер в 1981 году. Он вывел 5 биологических законов. Как он к этому пришел? У него убили сына, и через 9 месяцев после смерти сына у него обнаружился рак яичка. Яичко, как по мужской части линии у женщин, там свои органы, это потеря потомства или потеря животного, которого мы воспринимаем как потомство. И он стал изучать, почему так произошло. Да? У него был доступ к онкобольным, к больным с тяжелыми заболеваниями, он стал с ними общаться, и оказалось, что у всех было какое-то трагичное, неожиданное, изолированное событие, которое впоследствии к этому привело. То есть у нас тело включается неосознанно. Да? У меня, например, тоже сейчас есть один симптом, я знаю, почему я не могу принять эту ситуацию, я не могу поменять ситуацию, я не могу принять ситуацию, я сопротивляюсь, и поэтому я реагирую на эти симптомы. Я не лечусь традиционной медициной, я все пытаюсь через голову, но на свою психику, в общем, то есть это нормально. 5 биологических законов. Когда у нас возникает болезнь? У нас болезни вообще возникают либо что-то случилось неожиданно, изолированно, драматично, например, смерть, увольнение с работы, и это не обязательно это может быть что-то плохое, это может быть вы варитесь в каком-то решении, никак не можете принять какое-то решение, у вас какой-то проект на работе, или переехать в другой город, или уйти там от какого-то человека, родить мне ребенка, не родить мне ребенка. Тело будет вам помогать, оно вам будет сигнализировать, оно будет за вас это воспроизводить, да, допустим, миома. Пожалуйста, там взращивается, да, то есть женщина, допустим, я вроде хочу ребенка, но я вот еще тут не до конца решила, мне вроде тут надо еще квартиру, там работу, доход и так далее. И, пожалуйста, тело есть, ты уже давай реши, туда или сюда, да. И это очень интересно, просто настолько иногда удивляешься, как связана психика и тело, как это реагирует, как вот этот конфликт связан с этим, то есть очень много лекций у нас было и примеров. И просто. И на самом деле, какое волшебство зачастую происходит на терапии. Так,
5 биологических законов. Первый закон, то, что нет болезней, а есть 172 биологические программы. Они называются специальная биологическая программа, где-то они называются особая рациональная биологическая программа, которая запускается в теле. То есть, когда происходит какое-то событие, у нас это реагирует на 3 уровнях. Психика, мозг, орган. Психика — это наши мысли, орган тела, да, какой орган включается. И мозг, когда происходит конфликт какой-то, в головном мозге образуется так называемый очаг Хаммера, который зачастую врачи принимают как опухоль головного мозга. На самом деле в стадии восстановления это отек. Ну, когда пик стадии восстановления, отек больше, и вырезают. И были такие случаи, что люди от этого погибали. И вот эти биологические конфликты, да, они случаются неожиданно, изолированно, драматично. То есть человек находится сам с собой, наедине с этой проблемой, да, он никому не может об этом сказать, поговорить. Ну, может быть, это, допустим, какая-то тайна. Когда какая-то тайна, и мама, например, беременна, ребенок может не разговаривать. Аутизм, то есть все сюда абсолютно, онкология, вообще все, психосоматика, зубы, волосы, просто это все непосредственно связано. У меня тоже был случай, была ситуация действительно неожиданная, изолированная, драматичная. Я не знаю, правда, почему я отреагировала шеей, у меня вот здесь все стало красное, просто как манишка. Я не пила антигистамины, потому что я уже понимала, ну, что это что-то случилось, это не просто так. И я попросила коллегу со мной поработать, она меня повела в детстве, там все ровно, я говорю, да вот у меня неделю назад было вот это событие, да, давай. Все, мы вносим эволюцию, через 2 дня у меня чистая шея. Вот так это работает. Но помогает каждому то, кто во что верит. Да? Вот, например, у меня свекровь, она очень сильно ушла в веру в Бога. И ей это просто супер помогает. Бог сотворил меня новую, Бог меня излечил. И это все в порядке. Кто-то верит в традиционную медицину, и тоже все в порядке. Кто туда пойдет, вам поможет. То есть каждому помогает то, во что вы верите. Я вам просто расскажу, а выбор уже за вами, да, как вы будете дальше смотреть на болезни, симптомы и свои состояния. Второй биологический закон. У каждой специальной биологической программы. А что такое изолированность? А вот, допустим, ну, то есть изолированность, когда наедине с этим человеком, сам собой. Вот, допустим, что-то у тебя произошло, да, это не значит, что рядом нет людей. Вот, допустим, сейчас ты в своем каком-то конфликте, да, тебе сейчас что-то сообщили, ты одна, ну, ты сама с собой. Я на ты, потому что я это не знаю. Вот. Понятно? Да, вы можете задавать вопросы, можете, да. Про эволюцию вы сказали. Я прошла или как? Что произошла эволюция, это что такое? Да, то есть мы меняем мышление. То есть мы когда уходим в какую-то ситуацию, допустим, сейчас очень на примерах, допустим, аллергия. Аллергия – это всегда конфликт разделения с кем-то или с чем-то, расставание, как правило, или какой-то драматичной ситуации. Допустим, родители ругаются, а ребенок в этот момент ест клубнику. У него может быть аллергия на клубнику, может и не быть. То есть, когда происходит какое-то событие, психика записывает то, что рядом. С вами будут расставаться под березой, дарить вам тюльпаны, это будет май. У вас может сработать все 3 трека, может один, а может ничего. Все мы разные, все мы индивидуальные. То есть, я, например, знаю, да, какие органы за какие конфликты отвечают, но это нам лишь подсказка, какие вопросы задавать. Мы всегда идем за человеком. Эволюция, то есть нам тело сигналит, посмотри сюда, почувствуй, поменяй. И в этом эволюция. А смысл эволюции в самой эволюции. Вот, значит, у каждой специальной биологической программы есть 2 фазы. Активная фаза и постконфликтная фаза. И в активной фазе мы не чувствуем, у нас, допустим, может расти опухоль, мы можем этого не ощущать. Как правило, мы все болезни уже выявляем в фазе восстановления. Допустим, насморк, да, сильный отек, это фаза восстановления. Нос, что вам дурно пахнет, в переносном смысле, что раздражает. Головные боли, да, я там почувствую себя дурой, ну, разрешите побыть дурой, простите, да. Или, например, ЖКТ, что я не могу переварить, да, какой кусок, там, пищевод, проглотить. То есть вы можете мне задавать вопросы, я, по многим, в принципе, ориентируюсь, да, про что это может быть. Аллергия бывает там, да, на кошек, например, сбили котенка на твоих глазах, может быть, неожиданно драматично изолировано, может быть аллергия. Также болезни могут возникать из знаний, внушений, вот этих стратегий. Например, у меня есть знакомая, она боялась, что у нее у дочки будет аллергия на холод так же, как и у мамы, да, то есть у бабушки, дочки. Я когда ей задаю вопрос терапии, ты же когда была беременна, ты боялась, что у тебя будет так же, как он говорит, да, у нее же такие вот глаза. Или, например, она рассказывала, интересный такой случай, с астмой, тут у нас детей нету.
у девушки, когда начиналась астма, она так делала, вот так уж как-то. А оказалось, что когда она была подростком ребенком, она жила у тети. Кошка принесла там котят, надо было этих котят изолировать, да? Да. И она, давайте, потяни веревку. А ребенок говорит, и вот у нее вот это вот драматично, неожиданно изолировано. Человек не прожил эти эмоции. То есть, когда у вас что-то случается, поговорите с кем-то, да, лучше всего с тем, кто сопричастен к конфликту. Если вы не можете, ну, это может быть начальник, или, да, там, например, маме можете все высказать, стул поставьте, письмо напишите, прокричите, там, через физику выпустите, все, что вам поможет. И, например, смотрите, как интересно тоже, да, фаза восстановления. Туберкулез – это фаза восстановления после рака легких. Это когда распадается раковая опухоль легких. Легких – страх жизни, страх смерти. Можно и так смотреть. И это 4-й биологический закон. Сейчас я скажу про, значит, сейчас неожиданно спустя себе программы. 2-й – это то, что 2 фазы – активная и постконфликтная. Бактерии и вирусы наши друзья, 4-й закон. 5-й, у каждой программы есть свой смысл. 3-й забыла. 4 вида тканей, да, то, что наши вообще органы, все это образовано из 4 видов тканей, эндодерма, может быть, здесь есть врачи, кто есть, наверное, поймет, эндодерма, эктодерма, старая, новая мезодерма. И в зависимости от того, какая ткань, так будет наше тело реагировать. Либо делением клеточек, либо распадом. То есть деление клеточек – это опухоль, распад – это некроз, да. И когда растет опухоль, в нашем организме размножается ровно столько бактерий, чтобы эту опухоль съесть. Зачастую, когда мы, в фазе восстановления, когда мы идем в больницу, сдаем анализ, да, у нас, например, как раз идет распад. Почему, например, некоторые люди, когда там патологоанатомы, непонятно, что они делают, да, у них там опухоль или еще что-то, а они жили, они об этом даже не знали. Сейчас очень много выявляется, потому что как раз идет эта диспансеризация, да. И люди впадают в шок, когда им говорят, что такое онкология. Врачи не объясняют, что такое онкология, никто не объясняет, как работает наше тело. И здесь уже включаются вторичные диагнозы, да, программы, которые у нас принимают для метастазы. И почему анализы не показательны, да? Потому что человек может чувствовать себя прекрасно, по анализам может быть все плохо, да? Вот, допустим, в фазе восстановления как раз анализы могут быть такие, а тут уже все хорошо. В общем, тут очень много нюансов. Так вот, вернемся к презентации, что биологический конфликт, они срабатывают на чувственном восприятии, так устроено наше тело. То есть у вас есть какая-то картина вашего мира, да, субъективная, как можно, как нельзя, как со мной можно, как нельзя, как хорошо, как плохо для вас. И когда реальность не совпадает с вашей картиной мира, тогда как раз и случается биологический конфликт. И главное не то, что произошло, а как вы на это отреагировали. Все, что происходит, это нейтрально, да. Все же мы с вами разные. Для кого-то, вот, например, измена будет. Классно, я и так давно хотела с ним расстаться, но это хорошо. Другой человек там месяц пострадает, еще что-то, кто-то год там, кто-то потом будет переносить это на других людей, бояться отношений, а кто-то, как вы знаете, из измены готов там и на убийство пойти, да, и там покалечить человека. То есть все мы с вами разные. Как по психике я сказала, по специальному логическому, можно сказать дальше? Про это вот я тоже сказала, что каждый симптом имеет свой смысл и сигнал, куда посмотреть, да, и включается орган тела. То есть задача это перевести внимание задача психики перевести внимание в чувственную сферу, да, тело нам так помогает. Я вот прошу вас услышать, что тело нам не враг. Что бы ни происходило, тело нам помогает. Да? Как у нас в традиционной медицине, заболел желудок, да, мы идем, а нам желудок со всех сторон. А как можно смотреть, когда вот, что-то произошло здесь, и оно пошло сюда? Нельзя так, мы можем здесь лечить, убирать просто симптоматику, но мы не уберем причину. Да, кому-то помогает. Я сама, конечно, тоже когда-то могу таблетку от головной боли выпить, да, и в экстренных каких-то случаях медицина хорошо работает. Разное все бывает, но важно слушать и слышать себя и свое тело. Все болезни от него. От нервов? Да. Ага. Немножко вам расскажу, как в терапии это происходит, да, то есть у нас 2 полушария, там дальше, по-моему, тоже будет слайд,
левое отвечает одно отвечает за рациональное, другое рациональное бессознательное, да, то есть то, что на сознании, оно вот как айсберг, то же самое, как психика и тело, да, 10% и 90% тоже соотношение. То есть у нас внутри, как я говорю, подсознание это как жесткий диск, который пишет все. То есть даже вот иногда не подозреваешь, насколько вот в детстве же, ну правда, невозможно все помнить. И ты никогда не думаешь, что вот этот конфликт привел к этому. Мы там попадаем, надо же, вот так вот, да, происходит. Пошли дальше. Это я тоже уже сказала, да, что это не обязательно что-то плохое. Да, главное правило психики сказать всему да, что бы с вами ни происходило. То есть все происходит не просто так. Все есть наш опыт. И если вы когда-то что-то сделали и вините себя за это, не надо. Вина, обида, разрушающие чувства, если вы как-то поступили, вы в тот момент не могли поступить иначе. Да, и когда мы не принимаем решение, это тоже решение не принимать решение. Ну вот пути выхода, выйти из ситуации, поменять свои отношения с ней. Это я уже тоже сказала, да, поговорить с человеком. Что-либо не можете забыть. Да, и самое главное, это желание человека решить свой вопрос. Вот почему, например, умирают в онкологии, да? Когда первая, вторая стадия, там еще можно решать вопрос с запускающим конфликтом, ну, который неожиданно, изолированно, драматично. Да, мы прорабатываем, носим эволюцию, и у человека все меняется довольно-таки быстро, смотря какой симптом, как долго он длится, и смотря какой сам человек. А есть, когда человек не может пойти против своих принципов, ну никак, вот он просто за них держится. Вот там, где я учусь, он рассказывал случай, вот Филяев, что женщина, мусульманский, да, что-то вот такое, муж изменил, у нее ребенок с онкологией, ну, прости мужа, она не смогла простить мужа. Да, или вторичные выгоды зачастую включаются, тоже, например, женщина, у нее у ребенка какие-то проблемы с ногой, и ей грозила ампутация ноги. И она понимала, что пока ребенок в таком состоянии, муж ее не выгоняет из квартиры московской и помогает материально. Он говорит, выбирай. Ну вот там, где это происходило, например, она не выбрала. Зачастую может быть и так. Мы тоже это можем не осознавать. У меня, например, сын очень часто болел. Ну, в саду, понятно, я думаю, там срабатывали знания, что пока не переболеют всем. А вот в школе уже, когда он болел, да, вот в этой начальной, я поняла, что это единственный способ, когда я уставала физически, психически, просто мне отдохнуть, побыть дома и поспать. Когда я это осознала, я тогда вообще не была с этим всем знакома, я говорю, все, я не хочу, чтобы ребенок не болел за меня. То есть, и все, он перестал болеть. Чтобы что-то познать, нужно пройти 3 этапа, да, знаю, чувствую, делаю. И зачастую мы запрещаем свои чувства. Как нас воспитывали, да, в советское время, там, наших бабушек, дедушек, ну, они так выживали, то есть у них были какие-то свои выживательные стратегии, они не могли иначе. Но сейчас, то есть мы, взяв их стратегии, мы уже понимаем, что у нас уже совершенно другое время, все меняется просто такими скачками, да, что нам эти стратегии не нужны, мы просто с благодарностью их отдаем роду и учимся по-другому. Зачастую человек, например, да, в терапии мы говорим, ну, поблагодари, отдай, да, не просто так, ну, все, у меня эта стратегия не подходит. Нет, именно с благодарностью, а как по-другому-то, я не умею, я не знаю. Вот мы с вами для этого и живем, чтобы учиться, идти за собой, да. Ну да, знания, внушение, страхи, все это тоже срабатывает. Это как, например, наследственная, да, или какая-то аллергия. То есть здесь просто важно разговаривать с ребенком. Есть даже такие интересные вещи, как переплетение судеб. Это уже немножко и сюда, и не сюда. Знание, внушение, страхи. Да, и очень важно, где фокус внимания, там энергия. То есть у кого-то доминанта жизни, у кого-то доминанта болезни. Вот как я говорю, да, он больной в 3-4 стадии, там много людей уже просто хотят уйти. А здесь вам еще хочу сказать, что при онкологии зачастую умирают не от диагноза, а от лечения. И только в 5% случаев помогает лечение, потому что протоколы, есть определенные протоколы, врачи любят протоколы, но врачи здесь не виноваты, их просто другому не учат.
И эти протоколы не меняются уже 10 лет. Меняется просто, например, регистрационный номер лекарства, там чуть-чуть что-то усовершенствовать. Задача современной онкопсихологии – это сопроводить человека в диагнозе, то есть улучшить качество жизни. А то, как бы, что я изучаю, да, это наоборот поменять, показать человеку, что можно по-другому. То есть вы помните, что у нас всегда есть выбор. Да, зачастую нелегко там выйти из зоны комфорта, принять какое-то решение. Но вот именно отслеживать, да, почему я сегодня отреагировала тем, да, почему у меня вот это произошло. Например, когда мы зависаем в каком-то решении, не можем принять, да, мы заболеваем, можем отреагировать температурой, или мы приняли какое-то решение, которое никак не могли принять, мы тоже можем отреагировать температурой, то есть тело восстанавливается, да, ну или, как говорят, вот это ОРЗ, то есть тело где-то напрягалось, и все, оно выдохнуло, и ему нужно восстановиться. Ну или когда мы устаем, да, работаем там как лошадка, тело у нас тоже, конечно же, рано или поздно уложит, чтобы восстановить ресурсы. Ну, страхи это неизвестные, страхи бывают тоже разные. Есть еще такое мнение, что если ты чего-то очень боишься, значит тебе это зачем-то нужно. То есть, например, ковид, да, коллективное бессознательное. Вот даже сейчас, ну там вчера у нас подружка должны были встретиться, подозрение ковид. Я говорю, какой ковид вообще, ребят, вы о чем? Ну, то есть, все здесь. Ага, можно запустить. Так, да, вот перейдем к основной нашей теме, да, сегодня, почему болеют наши дети. Мама – это главный человек в жизни ребенка. Да, и как я уже сказала, то, что у мамы в голове, то у ребенка в теле. И ребенок на 100% считывает мать. То есть ребеночек же рождается, он ничего не может и не умеет. То есть без мамы я не выживу, это лицо заменяющее. Папино влияние подключается позже. И вот по данным современных наук есть такое мнение, ну вот я тоже говорила, да, что с 5-го дня зачатия уже начинает ребенок воспринимать вот эти программы выживания. И вот страхи, травмирующие психику ситуации, стрессы, все это отражается на ребенке. То есть, конечно, вот, например, сколько-то лет назад, когда я была беременна, я, может быть, что-то и понимала, но, естественно, не настолько. То есть, если бы сейчас я вот это все знала, да, там, я бы пошла к психологу, порешала какие-то свои вопросы, да, вот это предупредить. Но уже так, как есть, я говорю, не надо себя ни за что винить, то есть важно понимать, что со всем этим можно работать. И вообще есть даже такое мнение, что у нас одна из преподавателей говорила, что просто вашему ребенку 18 лет исполнится, подарите ему абонементы на 10 сколько терапий. Ну, это неизбежно, мы все сами живые люди, да, вот, ну, мы, кто присутствуем здесь, в основном взрослые, нас же не учат, да, ни в школе, нигде, как воспитывать своих детей, как вести себя в беременности, все прочее. Да, это сейчас уже появляется вот очень много различных направлений, только выбирай, только изучай то, что тебе близко, то, что тебе откликается, да, и, пожалуйста, меняй свою жизнь к лучшему. Да, и, допустим, если у вас заболел ребенок, ну, то есть, если это маленький ребенок, до 7 лет где-то вот на 100% там влияние мамы, уже до 10 лет это уже можно работать с мамой и с ребенком, с 12 уже можно только с ребенком. Но это в зависимости от того, когда проявился симптом, да, сколько было ребенку. Когда заболел ребенок, задайте себе вопросы, как мне, когда мой ребенок болеет, да? Что я могу делать, что я могу не делать, что меняется в семье, да? Что происходит, о чем это для меня. То есть вот у нас даже есть очень сильный такой онкопсихолог, но я говорю, когда мы знаем, как это, мы уже этого не пугаемся, не залечиваем детей. И, конечно, можно помочь. Когда у меня, например, летом был очень сильный отек, я просто чихала беспрестанно там на всю квартиру. Естественно, я пошла за медикаментами, потому что, ну, что мне там еще было, да, делать. В терапию невозможно было идти, когда уже сняла медикаменты и пошла. Вот. Что здесь происходит? Задайте себе вопросы. Да, задайте себе вопрос. Вот, онкопсихолог, да, у нее была ситуация, на следующий день у нее ребенок отреагировал левым глазом и нос тоже левый натряд, то есть гнойное все пошло. То есть она тоже там что-то не хотела видеть для себя, приняла какое-то решение, пожалуйста, разрешение конфликта. И есть такой Берт Хеллингер, который придумал, он вообще был человеком, не церковным, правильно сказать, ну, в общем, священником, по-моему. Да, священником, и он вел
семейные расстановки. Очень много в них тоже можно интересного посмотреть, тоже очень здорово это работает. Как он вообще все это понял и осознал. К нему, допустим, приходили на исповедь, приходит, дедушка, да, дедушка, потом, допустим, сын, да, этого мужчины, и там уже внук. И он говорит, когда мы отпустили, говорит, мы отпустили, уже не должно это повторяться. А оно повторяется через поколение, потом приходит вот у этого дедушки, то есть сын, да, потом внук, и у всех прям в том же возрасте, с такими же деталями повторяется. И он придумал вот эти семейные расстановки. И, по его мнению, ребенок самое слабое звено в семейной системе. Так и есть. Даже говорят, когда вы, допустим, у вас появился ребенок, заведите кошечку или собачку, чтобы кошечка или собачка болела, а не ребенок, да, не вот. Они не болеют, у них все хорошо. Ну, кого как. Есть даже психосоматика, но я как бы не обращалась, но тоже говорят, очень хорошо все это работает. Работают через хозяина. Можно запустить? А терапия как проходит? Могу я присесть? Да, конечно. Значит, работаем мы через эмоционально-образное мышление. Допустим, у вас какой-то симптом, есть когнитивно-поведенческая терапия, то есть с кем-то подходит просто разговаривать, не все люди с первого раза идут в гипноз, да, но это гипноз не в традиционном понимании, как вот этот цыганский, там, эстрадный. Нет, человек полностью все понимает, у него просто немножко отключается сознательное и больше работает бессознательно, потому что все на помнит, все в памяти есть. Просто вы говорите, какой у вас симптом, как ты это чувствуешь, где у тебя в теле, опиши, и идем по регрессивной шкале. То есть все мягко, человек все полностью осознает, никаких там скрытых внушений, да, ничего такого нет. И находим, где это появилось, какая была ситуация, прорабатываем ее. Бывает даже, что уходим в какие-то прошлые жизни. Я сама в шоке вообще, как это происходит. Вот у меня была девушка, у нее был страх собак. И мы вышли на то, что в прошлой жизни просто приходит картинка и все, она же понимает, что это не здесь, что это когда-то было. Приходит картинка, и как будто ее там то ли тигр, то ли кто-то ее задушил. В общем, мы все это прорабатываем. У меня самой недавно была терапия в какую-то прошлую жизнь, но просто вот картинка, я понимаю, что это не здесь, это какое-то родовое, что там вообще, мне кажется, это когда было христианство, вот это все помещики, вот такое ощущение, но эффект просто вау. То есть вот сколько мне лет, у меня там с подросткового возраста эта проблема, и после вот это была вторая терапия по этому симптому, и я до сих пор в шоке, думаю, неужели это вот так вот сработало, то есть, вот. Я не знаю, у вас тут есть маленький или да, постарайтесь найти, осознать причину, поговорить с ребенком, если ребенок проявляет какие-то симптомы болезни, да, поговорить, сказать, что вам не нужно ему помогать, что вы взрослые, вы справитесь сами. Бывает, что ребенок говорит, нет, как, ты сама не справишься. Маленький, это действительно реальный случай. Вы с ним разговариваете, доносите, да, объясняете. Также ребенок быстрее выздоравливает, когда ему подарить что-то, что он давно хотел, да, это когда положительные эмоции вызывает, он быстрее выздоравливает. Нашептывание на ночь, если ребенок совсем маленький, то есть ребенок не засыпает, если кому-то интересно, можете посмотреть методы Драткина, у него прям там расписаны слова, как часто, сколько, когда ребенок заснул, вот это все озвучивать. Различные виды арт-терапии, сказкотерапия, да, например, сочините сказку с похожим сценарием и уже с эволюционным концом ребенку преподнести. Они, дети очень хорошо все считывают, и очень хорошо работает терапия с песком, как она называется, я уже забыла, песочная терапия. Да, и будьте внимательны вот с внушениями своими, да, и с фразами. И учите детей развивать свой эмоциональный интеллект, то есть идентифицировать свои эмоции в моменте. Мы же как нас воспитывали, да, там, не плачь, не ной, не слово хочу, не слово надо и все прочее. Это сейчас такие грубые примеры, они ведь есть совершенно разные. То есть прислушивайтесь к своим детям, разговаривайте с ними. Расскажу вам такую историю про аутизм, рассказывала тоже нам одна из преподавателей. Нет, не аутизм, у нее у ребенка какой-то другой симптом, я не помню. В общем, она когда узнала, что беременная, у нее была определенная ситуация, ей нельзя было там одному человеку это сказать, то есть молчать, не говорить, и у нее ребенок не говорил, не ходил, не разговаривал, в процессе все это восстановилось.
Но тут с особенными детками есть такой момент, что они уже повреждены на уровне биологии. То есть это тоже, скорее всего, что-то произошло во время беременности. Или когда-то там в подростковом возрасте вы что-то для себя там приняли, подумали, да, что там вот этот сострадательный момент тоже может быть. Особенные дети, они никогда не приходят просто так, они тоже решают какую-то вашу задачу. Да, это, конечно, тяжело, да, это непросто, но есть специалисты, которые с этим работают. Есть Виктория Радимонова, которая как раз вот по особенным детям, по сложным случаям. Аутизм, кстати, аутизм выводит очень хорошо. Я слушала один эфир, не помню, где-то не записано, как зовут, совместный, и у этого человека, врача, у него самого был ребенок с аутизмом, то есть дополнительными всякими техниками, массажами, не знаю, гомеопатия, то есть что есть, да, такое невредное, что можно подключать. Вот из аутизма можно вывести ребенка. Ну, а остальные какие-то такие диагнозы, да, то есть это социализация, такие направления, но улучшение социализации. Ну, когда дети болеют онкологией, то есть понятно, что это тоже, ну, если это до подросткового возраста, что это тоже какие-то родительские запросы. У меня есть 2 эфира ВКонтакте, не на моем канале, Марьяна Шевченко. Там у меня прям примеры такие интересные рассказывают про детскую психосоматику. Ну да, мы это то, что мы знаем, чему мы научились в детстве, которые делают на этот мир. Каждая ситуация нам дается для какого-то опыта. Ситуация, болезнь, симптом. Вот. Вы можете задать мне вопросы, просто у меня в голове очень много симптомов. Ну, допустим, какой орган с каким симптомом может быть связан. Я не знаю, что интересно именно вам. Да, глаза. Правый глаз хочу видеть, но не вижу, левый не хочу видеть. Ну, скорее всего, близко, далеко. Зрение. Правый хочу, левый не хочу. Ухо то же самое лучше. Хорошо, а если, например, были проблемы с зрением, ты сделала операцию, ты сейчас видишь хорошо, то я согласен. А уже все, да, уже смысл в этом копаться, да, решил, да. А глаз один еще в другой Да, ну, скорее всего, что-то не хочу видеть. То есть, если это кто не видит вблизи, то есть не хочу видеть что-то перед собой, да. Если вдалеке, не хочу видеть что-то в своем будущем. Если, ну да, зрение вот так. Вот. Если что-то с одним глазом в моменте, да, правый, ну, если хуже, например, один глаз, правый хочу что-то видеть, но не вижу. Левый не хочу видеть. Или, например, ухо, да, хочу там слышать, чтобы мне там любимый мужчина звонил и спрашивал, как я себя чувствую, а он не звонит. Вот одно ухо. Или мне что-то говорят, там мама там на уши, да, а я не хочу это слушать. Ну, это я образно сейчас. У меня, допустим, множество. Но у меня я ушами не реагирую. Мы еще такие, то есть вот говорю, 4 вида тканей, да, но мы всегда идем за человеком. То есть кто-то больше желудком реагирует, кто-то может быть больше кожи. Кстати, кожа это всегда про контакт, желательно или нежелательно. Например, псориаз это 2 конфликта одновременно. Хочу, другой не хочу. Да, дерматит это тоже про контакт. Ну, там бывают детские часто с мамой связаны, но опять же маминой истории. Аллергия, я уже тоже сказала, да, конфликт разделения с кем-то или с чем-то. Тут может срабатывать все, что угодно. Холод, кондиционер, вода, солнце, цветы, еда, продукты. Вообще, вот нам такой случай тоже рассказывали. Ребенок, ему в 1,5 года подавился куском яблока. Из 1,5 лет вот у него постоянно сужался рацион еды того, что ему можно есть. Там мама пришла на терапию, по-моему, в 5 лет. Выяснилось, что он в 1,5 года подавился. И он уже посинел, не дышал, но успела приехать скорая, его, короче, откачали все. И, видимо, ее психика запомнила, как то, что кусковая еда это опасно. Не проработали все, он потом все ел. Астма это уже просто ухудшение, тут еще внушение врачей. Знаете, как приходит, там у меня есть, да, подружка, ну все, вы теперь с аллергией до конца жизни. Ну, замечательное внушение, чего? Вот так и говорю. Ну, надо просто в это не верить, и все. А если появился у ребенка аллергический ринит? Ринит, ну вот это... 2 часа утром, и все, потом нет посопления. Ну вот, опять же, Все аллергены на меня пока А сколько лет ребенку? Скорее всего, с 12 началась в 10. 10. Ну тут уже надо смотреть. Ни на что найти не могут. Ваши или, может быть, что-то в школе, может, его какой-то раздражает, там, я не Вот знаю. она говорит на школу. Вот, пожалуйста. Ну нельзя же не ходить. Ну, надо разговаривать. Что разговаривать. Вот как родители, какие-то ведь методики, да, получается? Ну, или что, или просто вот разговор.
Ну, разговаривать, если вы сами не можете помочь, да, хорошо, если эта вот ситуация, например, случилась вот сегодня у него насморк, вы уже теперь знаете, да, что это вам дурно пахнет или что-то раздражает, что-то там бесит, грубо говоря, вы разговариваете, там, сажаете ребенка перед собой, так, что у тебя было не так, что тебе не нравилось, что тебя напрягало, да, и вы здесь можете в моменте порешать. А если это у него, там, допустим, в 1,5-3 года что-то случилось, и 9, а вы это никак не можете ведь это поразить и связать, ну, тогда идете к психологу. Но я не знаю, как современные психологи, они вот этими методами Пси-2.0 работают или нет. Просто вот это самое быстрое. Например, у нас преподавал психотерапевт, не помню, не психиатр, еще психотерапевт, он с гомеопатией, с Пси-2.0, но у него получается, допустим, первую сессию он только слушает человека, второго что-то еще. И вот, который у меня ходил знакомый, ну, он прям сказал, что мы, говорит, сейчас вообще поделали, порешали. Ну, мы ничего не порешали, говорит, меня так не устраивает, я не буду ходить. Вот, ну, окей, у меня вот как бы вот так, да, кому-то нравится, кто-то остается, кто-то нет. Например, у нас вот все 2.0 задачи не подсаживать на себя клиента, да, то есть это краткосрочная психотерапия, ну, то есть помочь человеку здесь и сейчас. Понятно, я говорю, что симптомы разные. Вот как девочка у меня была, да, она организм, по-моему, не с Пси-2.0, то есть 2 года маму или папу. Ну, как говорят, Станислав Мария согласится, кто-то говорит, что вообще невозможно проработать маму и папу, да, это как бы всю жизнь, потому что это наши родители, да, то есть тут еще такой момент, кстати, сепарации, да, очень важный, здесь можете почитать про сепарацию с детьми, тоже влияет на жизнь ребенка и так далее, и на жизнь мамы. Бывает, например, вот как в расстановках, и даже у меня на терапии были, вот мамы живут, уже взрослые дочери, живут жизнью детей. Дети от этого страдают, ничего сделать не могут. Вот расстановка у нас была, там девушка, и мама была женщина была заместитель за мать этой клиентки, да. А я не могу, как я буду? То есть заместитель прям чувствует себя так, из-за кого они воспроизводят роли. Причем эти расстановки, они закрыты, человек не знает, кого он воспроизводит. Просто дают бумажку записки, и мы кладем ее. Да, и это просто удивительно. У нас была на расстановках девушка, запрос у нее был, по-моему, отношений. И она пишет, расстановка была во вторник, она пишет в воскресенье, я познакомилась с парнем, отношений не было 5 лет. Мы вчера купили собаку, послезавтра едем знакомиться с родителями, видимо, с его. Бывший муж стал на ребенка давать больше денег, мама не звонит 3 дня, у нее появились срочные дела. Ну это просто. Наверное, по здоровью. Вообще. Ну, то есть, я говорю, сейчас очень много техник. И здесь, кстати, тоже есть расстановки. Я знаю, что-то есть в рубрике, и еще какая-то женщина находила. Тоже интересный инструмент решать какие-то родовые сценарии. Да. Много Есть. Можно вопрос? А если почки? Почки. Не сразу, а вот по мере того, как смотрели почки, раз, и потом отказали. И помогли. Но уже в мужчину. Ну, почки вообще, вот это все синдром беженства, синдром, ну, как рыбы выброшенные на берег. Но надо, опять же, говорю, идти за человеком, там надо быть что-то еще. У меня вот есть идея, вы можете мне вообще в личку ВКонтакте писать, если у вас какие-то запросы, я вам отвечу. Так, а если ребенок глухой родился? И вот решаем всю жизнь этот вопрос. Ну, тоже в одном из городов была женщина, она подошла. Это тоже что-то? Вот. Надо смотреть, что было в беременность. Во сколько лет? Он родился. Надо смотреть беременность, что было. А ни у кого в роду нету? Вообще нет. Все, что мы видим и помним, и помнят наши тети, дяди, такого не было никогда. Надо с мамой работать. Ну, я считаю, что пробовать все равно нужно. Потому что, ну, если есть такие возможности, почему не попробовать, не поискать? То есть, что было в беременность, что там мама так не хотела слышать. И ребенок, значит, так надо. Ну, понятно. Что говорю, дети... Поменялось все, отношения в семье, приоритеты, финансы, вообще даже переехали в другой город. Но этот вопрос, кстати, все равно остается. Ну вот, да, тут еще зачем такой ребенок? Да, я говорю, это надо идти от беременности и даже еще посмотреть вот период 9 месяцев до зачатия. Есть еще такая штука интересная, почитайте генограмма, да, рода. И есть такая Анселин Шуценбергер. Надо посмотреть, по-моему, вот так вот, 1, 2, 3, или вот так. Забыла. Сейчас, наверняка не долго искать. В общем, вот эти вот, они все связаны. Просто надо посмотреть, я не помню, номера идут сюда, 1, 2, 3, или сюда, 1, 2, 3. В генограмме, вот что еще, кстати, важно, учитывать
всех нерожденных детей, замершие беременности, аборты, им всем надо давать место в роду. Иначе вот это свободное место, которое не дали, или бывает, например, знаете, исключили кого-то из рода, допустим, родители хотели, чтобы он стал военным, а он стал художником, все, его исключили из родовой системы, и это место займет кто-то другой в последующем поколении и будет проживать эту жизнь. И вот эта штука, когда вы знаете, кто какой по счету родился, вот, например, у меня там бабушки, там уже не посчитать, кто какой, когда были аборты, не спросить их нету. Я вот думаю, что же делать, как посмотреть, чьи там, кто судьбы проживает. И вот это... Ну, или расстановки, в общем, ну, короче, там все сложно, да. И вот эти переплетения судеб могут быть, вот генограммы рисуете, да, мама, папа, там, ребенок, бабушка, дедушка, сколько детей. И через вот эти 1, 2, 3, то есть какой по счету ребенок, можно посмотреть, с кем он связан. Бывает, что кто-то вот прям переплетение судеб идет, есть тоже техники разделения судеб. Ну, не думайте, я не того. Информации на самом деле очень много, да, просто кому что так я вам общий базовый какую-то дала, да, какую-то информацию. Что-то стало вам вообще понятно? Вот скажите, кстати. Да. А кто автор? Автор вот этой книги? Да. Ан Шуценбергер. Скажите еще, вот если ребенок начинает заболевать, да, вот, что мы как мать, вот допустим, я понимаю, чего он начал заболеть, ну вот я там проанализирую, что, какую технику я должна к нему применить или к себе, чтобы Да, мне не нужно... Да, предотвратить, или чтобы такого не было. Ну, предотвратить, тут, может, вы и не предотвратите, либо, ну, просто вот эти нашептывания не нужно мне помогать, или разговоры мне не нужно помогать. Я взрослая, ты маленький, я справлюсь сама, у тебя своя жизнь, у меня своя. И вот эти вот Драбкина, да, там, ты здоровый, ты успешный, ты счастливый, ну, то, что вам идет, что вам хочется говорить своему ребенку, да. И вот здесь разговаривать, ну, вы даже посмотрите, что он вам скажет. Я говорю, у нас была, например, девочка, она говорит, я сказала своему ребенку 6 лет, 6,5 лет, надо мне, как ты же не справишься, ну, он говорил. То есть это удивительно, насколько вы дети, можно предложить что-то взамен. Что ты хочешь взамен, да? То есть дети так тоже могут пойти. А предупредить, ну, вы же живые люди, мы все живые люди, мы вот все впадаем в какие-то, вот у меня, например, что-то вот с носом происходит последние 2-3 дня, я вот сейчас пытаюсь понять, например, с работой, например, связано или что, то есть это все на вас видеть не Здрасте, я сама себя попросила. Девушки, да, верный вопрос, но если вот еще в глубину углубиться немножко, у нас же первая причина это эмоциональные вот эти штуки, вытесненные телом. Да. В частности, в диафрагме. Подскажите, что может конкретная женщина, потому что вот это все абстрактное, что вот она пришла такая благостная и нашептывает, а у нее внутри вот этот котел буф, а ребенок уже чувствует, он уже сочленен с матерью на 100%. И тут плохие слова идут. Понятно. Так что сделать с этим котлом? Вот нам скажите, как выгружать этот котел? Вот, да, кому как идет. на уровне практики. Не вот это абстрактное там раз в год сходить к рисологу, к этому ходили к ним, да, расстановщикам. Это все рыба. Дайте удочку людям. Ну, я и говорю, то есть кто-то пойдет к психологу, например, да, если не может написать письмо, поговорить с человеком или ставите стул, допустим, вот этот человек на этом стуле, фотографии, и разговариваете, выговариваете все. Можете потом поменяться, сесть сюда, вы за этого человека разговаривать с собой, что он вам скажет. И вот так меняться, да, техника 2 стульев, то есть диссоциация, вы можете понять, ну, почему этот человек так с вами себя повел. Работать, конечно, с собой, со своим эмоциональным фоном. Я же говорю, что то, что происходит нейтрально, да, всему окрас придаем мы, да, то есть как та или иная ситуация. Сейчас же столько различных, говорю, всего есть, пожалуйста, сходить к психологу, если сами никак не можете справиться. Мужчина через список. Адекватного психолога, кстати, потому что психолог хороший, это очень большая редкость, который тебя еще не навредит. Вот я столкнулся несколько раз, мне просто тупо навредил психолог, и у меня сейчас такая, как сказать, защита, потому что думаешь, блин, вот тебя сейчас травмируют или не травмируют. А почему вы сразу идете вот с таким посылом, да? А я нет, почему сразу? Я иду открыто, а потом как ты вот раскрылся, тебе так в эту спину.
и пипец. Бывает так, бывает что-то открывают и не закрывают, копнут и не закроют. Конечно, такое тоже бывает. Идите к другому психологу, ищите своего. Вот. А как по-другому? Надо тогда что-то найти какой-то метод, который ты сам используешь, но Конечно, если вы не тоже, например, повреждаешься, но идете в в то же один время ресторан, он вам не нравится, да, и вы потом также методом проб идете в другой, в третий. Я только хочу сказать, так партнера как мы ищем? Одного, другого, третьего, кто ты понимаешь, что тебе нравится, а что тебе не Ну, это нравится. все костыли. Давайте А Каждый, партнер каждый наш- рассказывает свою жизненную историю. А партнер также Да, У меня такое предложение. Нашли свою. А что лучше, профилактика или лечение? Я вот к этому и Может, говорю, про что профилактику поговорить, да? То есть, если мы знаем, что у ребенка появляются симптомы, я сейчас не говорю про раковые серьезные заболевания, связанные там с зрением и так далее, с органами, просто, допустим, психосоматическое, что-то риниты и так далее, да, такие вот простудные явления. Вы же как мама уже знаете, что этому да, что уже можно предвидеть. У меня жена, допустим, начинает, до того, как дети начинают болеть, начинает даже злиться. Она это даже поймала в себе этот момент и понимает, что раз она начинает злиться, скорее всего, что-то, ну, сейчас может что-то произойти. И она начинает активную профилактику респираторных заболеваний. Давайте поговорим про профилактику. Можно я добавлю? У меня сын подросток, как говорили. Я как-то интуитивно, у нас с ним есть такие моменты, когда мы вечером, вот я вижу, что заболевает, что он устал, потому что холодно, на остановке, учителя, а в школе в это время были каникулы. И он за 10 лет уже знает каникулы, а в техникуме-то нет осенних каникул. И я прям вижу, что у него ломка, подустал. И я вот заварю какой-нибудь чай, который привезли с югов, достаю мед какой-нибудь разный, и мы вот так глаза в глаза, вечерочком, в 9 вечера, когда папа там с книжкой, листанками, я такая, ну чё, говорю, устал сегодня, устал, а что там было, а ребята, а все ходят и болеют, вот мы что-то с ним так поговорим. Я-то осознанно все эти вопросы, он мне тут выговорится. Вечером там кремом ступни намажем, теплые носочки оденем. Как-то вот про нашептывание вообще что-то бабушкино забылось, да? Про эти добрые слова так шепотом. А вот так посидим, и я вот вижу, парень-то оттаял, раньше спать пошел без телефона. И вот все. И я такая вот уже утром искренне с любовью надеюсь, что встанет в 6 утра, будет завтракать и с бодрым духом пойдет на автобус в техникум. Вот, если я правильно поняла вот эту историю, то что-то вдвоем, а не так, как обычно. Ну что там зубы, что там тетради, что там, что-то по-другому. Так что самая лучшая профилактика? Чем вы можете лечить своих детей? Любовью, конечно. Если взять даже матрицу Станислава Гофа, да, где-то можно ребенка излечить, что ребенок проходит определенные травмирующие события, ну как до зачатия, во время зачатия, после рождения и так далее, и так далее. Всяких теорий, ну их очень множество, и все они верны по-своему. Самое лучшее лекарство это любовь материнская. Не знаю, что может быть сильнее. Смысл-то матери, как таковой, не только же рожать. Юлия Анатольевна Некрасова, материнская любовь. Все сказано. Я не читал, Я внимательно. тоже не Просто читайте, потому что замечательно. это про гиперопеку и про те вещи, которые делает мать, и как это все сказывается на ее детях. Ну да, тревожная. Ну, на ней, а потом еще и, да, безусловно, на детях. Прямо что-то до мурашек иногда. Что-то попалось. И потом тема сепарации уже, да, туда же. Как перестраиваться, когда взрослеют дети. Опять же, то, что поднимали тему, безусловно, у каждого человека должен быть свой индивидуальный инструмент самонаблюдения, самолечения. Мне кажется, универсальной методики нет. И очень можно много говорить, да. И не первый раз уже слушаете и читаете, сколько книг замечательных, сколько вебинаров. А всем хочется конкретно, вот вы даже пришли, говорите, зачем пришли? Пришли за конкретной таблеткой. Она вообще существует? Да, Существует. Существует. Я вот позавчера только нашел и абсолютно Ты уже принял. столкнулся с Ты тем, уже что принял у многих людей есть такое заболевание, как алекситимия. Это вот неспособность распознавать свои чувства. А это же очень важно. То есть вот у нас копится эта негативная эмоция в организме, и где мы вывести не можем. Ну, у нас начинается психосоматика. А какой механизм? Это же все задумано природой. Учиться. Эмоции
эмоции нужны для определенных важных вещей, физиологии организма. Они должны проходить, вот этот цикл должен непрерывно тянуться. То есть эмоция возникла, ее нужно выделить. А мы ее не можем выделить, потому что мы не знаем, как ее назвать. И все, и мы попадаем в вот эту западню, и, соответственно, получаем потом Ты принял онкологию. уже таблетку свою? Вот, принимаю. Тренируюсь. Есть специальные таблицы Может, поэтому начал ходить, тренирования. может быть, ты сейчас как раз в процессе таблетки? Я в процессе таблетки. Да, волшебные таблетки нет. Еще знаете, как интересно, у меня таких не было мам, но у моих коллег, например, приходит мама, полечите моего ребенка, а с собой работать не буду, делать ничего не буду. Ну, во-первых, это, конечно, неправильно, во-вторых, даже если что-то с ребенком поделать, он вернется в эту же систему. И какой тогда будет результат, да? Всё. Короче, начинаем с себя. Обязательно. А как же папа? И папа И тоже. папа. И папа тоже будет, конечно, Вопрос, мальчик. как заставить папу? Да. Ну, через маму, Поучиться. понятно, наверное, мама должна это. Почему мама нужна? Дайте нам маму. Ну, вот Вы ей поднимаете помогает. темы, Папа в этом, вы поднимаете в темы, ответственности которые задают ребенка. постоянно все вопросы. Я готова, я пришла, давайте я буду работать, понятно, не корректируем ребенка, а папа, он лежит на диване. Как его заставить? И вот сидишь и ломаешь голову. Как же заставить Мужчина, мне кажется, очень легко. мужика вот этой женщины сделать что-то? Потому что в процессе, если мы говорим про воспитание детей, да, мы с вами говорим про родительство. Сейчас это двое. Мама всегда готова. Здесь, видите, одни женщины сидят. Что делать с мужчинами? Как их привлечь? Как? Так вот, мы это и обсуждаем. Как? Я не знаю, как, если бы я знал, как я. Каждый, кто ко мне приходил, говорю, вот делайте так-то и так-то и так. Я говорю, опять все идут за инструкциями. Задача-то планомерно к чему перетекаем. Просвещение. Смысл Каждый точки опоры своя – это обсуждение и взаимовыручка, и взаимопонимание в этом, а что можно было бы сделать. И каждый делится кусочком какого-то опыта. Вот. Как? Можно Как, я да? скажу? Я не знаю, Да. конечно. Я в первый раз. Ну, у нас была в жизни с мужем ситуация, вот мы берем ребенка даже во внимание, вот, разговаривать. Вот у меня в семье было принято разговаривать, и я с этим пришла. И теперь вот у меня дочь старшая, 26 лет замужем, год живут на Камчатке, вот они тоже вечером, как прошел день. Но я хотела, знаете, чем поделиться? Вот если вспомнить там лет 20 назад, когда мужчина идет на больничный, это вообще было нонсенс. Причем, когда мужчина, например, там, участковый, там, в милиции, или мужчина работает в «Газпроме». И у нас была ситуация, я бухгалтер, у меня отчет. И мы, когда родился ребенок там, больничный, мамы моей нет очень много лет, и мы как-то вот все с мужем вдвоем. Его мама далеко на расстоянии. И я говорю, Сережа, у меня отчет, вот след этот больничный идешь ты. Во-первых, у него была ломка. Во-вторых, когда он позвонил на работу и сказал своему начальнику, что он идет на больничный с дочкой. То есть это была наша внутренняя работа, здесь и сейчас семейная, в таких условиях. Ему сказали, ты можешь завтра вообще не приходить на работу. В смысле ты пойдешь на больничный? Он говорит, у меня у жены отчет, она бухгалтер. Я что хочу сказать? Ну, как бы мы были молодые, а люди, которые работали, они ведь были постарше, и у них были, наверное, какие-то свои ситуации. И, в общем, его начальник звонил мне на работу в кадры, уточнить, точно ли Викторова Елена работает бухгалтером, и что сейчас отчет. Ему сказали, да, начало месяца, все хотят там зарплату получить вовремя, у бухгалтерии отчет. И после этого начальник сказал, ну ладно, у него дочь была бухгалтером. Он сказал, ладно, иди на больничный. Но это был нонсенс для всей большой организации в городе Ухта, что мужчина пошел на больничный. Но это была какая-то наша формула русская. Мы решали этот вопрос. И благодаря этому Сережа потом еще несколько раз в году сходил на больничный. Ну, то есть вот есть в жизни какие-то ситуации, когда папе было не отмахнуться. Он сам не ожидал, что будет такой положительный результат через нервы, конечно. Вот. Я думаю, что вот эти привлечения вот к таким каким-то разговорам, анализам, то есть вот такая ситуация, что мы будем делать, а как мы, кто-то должен, не как всегда я, а кто-то должен сказать, ну, наверное, я. Вот.
И у нас, как бы вот еще благодаря тому, что второй ребенок родился, как вы сказали, особенный, у нас вообще очень много чего в семье поменялось. То есть папа участвует теперь? Папа участвует Психологически, всегда, скажем, всегда. И, например, сегодня он будет готовить обед, я говорю, а я иду в национальную библиотеку. Нет, ну в быту он участвует, а вот именно в психологических каких-то нюансах. Просто часто бывает так, что мужчина как говорит, меня все устраивает, и, соответственно, я ничего Меня всё не хорошо. Да, я ничего не У вас буду. проблемы, вы разбираетесь. Да. У меня с Да, сыном все я хорошо. применяла эту ситуацию, а это не применяла. Не, ну правда. Как бы так как я всегда, видите, интересующийся и какие-то жизненные ситуации, и во все это вовлекается, может быть, он когда-то в молодости чего-то говорил, что, наверное, я здоровый, у меня все хорошо. Но мне кажется, что женщина, если вы выстраиваете взаимоотношения в семье, то, наверное, как-то надо искать эти инструменты, какие-то рычаги воздействия, взаимодействия. Если вы планируете жить с этим мужчиной не просто 5 лет, 10, а вот у нас уже больше 25. Поэтому как-то выстраиваем, не то что... Я поняла, о чем вы говорите. Вот у меня дочери, например, она помоложе, года 3 назад, она выходит из комнаты и говорит, мы поругались. Я говорю, как вы поругались? Там что-то смс-ками. Я говорю, вы еще чашки вместе не купили. Вы, говорю, еще там вместе ничего не сделали маленького какого-то, ну, мастер-класс там какой-то современный, а вы уже поругались. Он дура, я дурак. Ты дура, я умный. Я говорю, вы вот что делите? Там еще делить-то нечего. Ну, это мое такое материнское мнение, что если вы планируете, зачем вообще встречаться, пробовать то, если вы сами не знаете, что Да, вы мы же сами хотели. сказали, мы должны попробовать. Ну, Какой стороны? Хорошо. Ну, мы же что-то выбираем, Кто, Да. кто был на прошлой встрече? Второй. Да. Метод, он, не важно даже, какие там были слова. Взять, допустим, например, что там было. Можно, нельзя, надо. Вы дома попробовали эту технику? Мужу дали? Что можно, нельзя, надо по отношению к вам, к вашим детям? Это, можно так назвать, какой-то внутренний. Если я скажу слово контракт, некоторые мужчины почему-то боятся слова контракт, те, кто меня тоже на индивидуальных курсах, они принесли домой. Там было написано слово контракт, мужик испугался и сказал, я не буду ничего написать. Да, есть другая методика, что значит, вот вы договариваетесь, что вам не нравится, вы обговариваете, что вы можете дать, что вы реально можете дать, да, что вы категорически никогда не примете. Вот, в принципе, то же самое можно, нельзя, надо. Что ты как муж можешь дать мне, и что я могу как жена дать тебе. И это, по крайней мере, как точка какого-то начала взаимоотношения, где вы общаетесь. Ведь когда девочки ко мне приходят, проблема-то какая основная? Не общаются. Я не чувствую поддержки. Вот это самое популярное слово. Еще очень глубоко, если копаться, что вы имеете в виду по слову поддержки, получается, нет общения в семье. То есть все пришли, и вроде бы как бы в одну квартиру зашли, а вроде бы по отдельности все живут. И все от этого какие-то несчастные и тому подобное. Истории практически одни и те же. Мужиков-то здесь опять же нет. Хорошо, если они дома там играют с детьми, допустим, да? Или они по своим делам. Потому что для них это, вроде как не важно. Хотя очень важно. Есть мужчины, которые приходят, этим интересуются. Вот вместе пообщаться, поискать, почему они не приходят, чего они боятся. Конечно, они чего-то боятся, безусловно. Признаться может в чем-то, может показаться слабым и так далее. Вот. И вместе пообщаться уже, и чтобы были мужчины и женщины, и дети. Евгения, что у вас еще? Как вам? Наверное, все. Если нет вопросов. Скажите, пожалуйста, вот график начертили, да, там Что? 9 месяцев получается до зачатия. Каждый человек в течение 9 месяцев испытывает себя стресс. То есть, если брать Да, мы же не знаем, когда зачатие. Да. То есть, получается, по этой теории все дети уже заранее, получается, уже с травмой даже. Все дети травмированы. Да. Все. И взрослые. Но тем не Все менее, травмированы. в семье, где алкоголики родители там бухают, у них появляются здоровые дети. Да? Да, В все, семье, да, где да, вроде как все хорошо, больные дети появляются.
Смотреть надо, все надо смотреть. Индивидуально. Во многих Да. книгах написано о том, что, давайте так, если взять Петрановскую, называется привязанность. И есть дети, живущие в коробке со своими родителями, они более счастливы, чем дети, живущие в золотых клетках, дом, где все есть. Потому что нет любви. Это называется привязанность. Ребенок привязан к маме изначально, где его нужно носить в себе, потом доносить, потом вот эта вот привязанность. Ну, давайте в следующей встрече как раз поговорим о что такое привязанность, да? И это не значит то, что, ну, это же вы уже прошли этот этап, но, по крайней мере, понимать, где что можно было недоделано, чтобы успеть что-то исправить. Вот это как раз про привязанность, вопрос зависимости ребенка от родителей. И есть много доказательств, проводили эксперименты, что ребенок физически не может, психически точнее, быть без родителей. Нет, ну вот это вот, то есть и система, соответственно, сейчас воспитания, и система обучения должна быть, ну, мне кажется, максимально связки именно с родителями. Почему у нас, опять же, точка опоры родителей. Это хорошо, это будет отдельная тема по привязанности. Там очень много о чем можно поговорить. А по поводу того, что, мне кажется, если подходить к отцовству и материнству осознанно, готовиться можно и за 5 лет. Хотеть беременеть. А когда я общаюсь с подростками, я говорю: девочки, вот вы ходите с открытыми там топами, пьете и курите, внутри вас уже есть, да, то, что тоже говорил Евгений, внутри вас уже есть ребенок. По факту, ну как только вы становитесь женщиной, у вас уже потенциально есть те клетки, которые будут участвовать в рождении будущего ребенка. И, соответственно, чем спокойнее вы сейчас проживаете жизнь, правильная, здоровая, физически и психически, тем здоровее будет ваш ребенок. Это надо делать еще тогда, когда они еще девочки, матери, в идеале. Вот, поэтому и там есть один слоган, который у меня в презентации, что я уже говорю, я не воспитываю будущего космонавта, вот, там, сын там, или дочь. Мне не важно, кем они станут. Я воспитывающий будущего родителя, чтобы он осознанно ходил в это состояние, и у него родились здоровые дети на всех уровнях. Ментальные, эмоциональные и физические. Смотрите, есть еще там сколько-то минут ваши пожелания, потому что кто-то пришел по психосоматике. Моя презентация про наше сообщество, о том, как мы можем повзаимодействовать. Можно сделать там минутный перерыв. Кому интересно поговорить про сообщество, что мы можем вместе как взаимодействовать, а кому нужно было только психосоматика, пожалуйста, мы можем как бы, если мы эту тему закроем. Как сделаем? Минутный перерыв сделаем, да, потом вернемся, узнали что-то новое, не узнали. Может быть, хоть вы хотите вообще пообщаться, или реально за новой свежей информацией, которой нету. Вот зачем? За информацию. Только за информацию. Не. Познакомиться, пообщаться. Узнать что-то новое. Мне вот все интересно. Просто в процессе обсуждения живого информация усваивается лучше, она дольше сохраняется. А потом есть такое понятие, как повторение, да, то есть мы информацию первый раз, когда прочитываем, она не полностью оседает и воспринимается нами. Но когда ты уже вот обговариваешь, обсуждаешь, еще раз слышишь, она уже по-другому как бы воспринимается и применяется. То есть каждый раз какие-то новые грани открываются. Хотя ты одно и то же вроде как слышишь. Вот. Хорошо, я вас понял. Спасибо, да. Вопрос такой, нами всеми что-то движет. И когда приходят ребята, я спрашиваю, зачем вы пришли? Я могу сейчас вас задолбать этим вопросом, но если я не задам вам еще много раз одно и то же, тогда будет непонятно, что мы делаем. И, соответственно, это тоже хороший такой вариант посмотреть, ну, как бы, кто останется, кого это не достанет, а кого не достанет. Что мотивирует? Получение бесплатного знания, знания вообще, или это какое-то сообщество? Вот такой вопрос. Получение знаний. А третий вариант не подходит. Пожалуйста, предлагайте третий. Я говорю, про знания мы можем в дистанционном формате проводить мероприятия. Говорю, господи, если сейчас проанализировать сайтов, про родительство сайтов, вот, и на государственных денег сделано, там столько полезной информации. Прочитайте 2 книги, Петрановская и вот это вот, ой, ничего себе, где автора забыл название. И Битрейтер там, да? Гиппенрейтер и Петрановская. Все. Больше, мне кажется, ничего не нужно, если говорить про воспитание. Про болезни, да, это отдельная целая история.
Все, и смысл тогда. Я думаю, что если почитать 2 книжки, знания появятся. Но каждый день мы сталкиваемся со своими детьми, которые тоже меняются. И я, например, над собой в семье уже там больше 5 лет работаю. Почему? Чтобы я была интересна своим детям, потому что очень вокруг меня много ситуаций. Когда маме 60, ой, да что ты там, ой, да что ты там ничего не знаешь, ничего не умеешь. А я все-таки считаю... Быть в тренде? Нет, это не быть в тренде. Вот если опять же мы живем в семье, и я как взрослый, как это, женщина рода, да, передавать знания своей дочери, и мне тоже важно, сейчас настолько все меняется, настолько меняется, это даже не информация, это принципы взаимодействия. Даже взять деньги. Наши родители, бабушки там складывали эти деньги на вклад и считали, что это ок. А сейчас это уже столько ступеней инвестирования, передавания семейного капитала. Вот даже взять эту ниточку. Наши 16-17-летние дети слышат, что такое инвестиция, их там зовут в криптовалюту, они ничего не понимают, но говорят, день будет много денег. Хотя вот эта вся информация на их уровне вообще далека от действительности. Важно разбираться в актуальном, перерабатывать. То есть вы здесь, чтобы разбираться в актуальном, правильно? Мне понравилось слово «сообщество». Не просто знание, а где мы можем поговорить. Вот та ситуация, которая здесь и сейчас, например, с ребенком, я не знаю, это нормально, что он так делает или ненормально. Возможно, мы можем это обсудить. Отлично. У вас запрос именно на сообщество. Сообщество, да, Хорошо. я считаю так. Кого привлекло слово психосоматика, а кого привлекло слово сообщество? Хорошо. А как мы можем работать? Я просто расскажу о том, к чему мы идем, что мы вообще делаем. Ну, мы там вообще пару человек на самом деле. Вот. Когда мы можем с вами встречаться, и не лекторно вот так в каком-то формате, а мы будем разрабатывать, проведем стратегическую сессию, еще есть такое страшное название фасилитационные методы. Это когда мы вытаскиваем проблематики и сами же находим на них варианты решений. И думаем о том, а что дальше с этим можно было бы сделать. То есть как это воплощать. Кому это передать, чтобы они на это обратили внимание, или как нам самим между собой или внутри собственной семьи это применить. У меня есть такой подход, называется он «Семьи до семьи». Еще раз. Потому что я не жду от кого-то, что что-то изменится в моей семье. Я делаю это в собственной семье. Я ищу семьи, разделяющие, безусловно, вот, ценности, которые здесь написаны. Они написаны очень простым языком, чтобы дети даже понимали. Вот. Если появится вариант о том, что какую бы ценность можно было сюда добавить, мы обязательно ее добавим. Была сформулирована такая миссия. Если вы решите, что нужно миссию переформулировать, мы ее переформулируем. Но смысл в чем? Создание сильного семейного сообщества и организации среды. Самое главное, не просто проект, а создание атмосферы. То, чем будет дышать ваш ребенок. Также внутри вашей семьи, либо когда мы будем взаимодействовать уже с семьями. Не только мамы приходят и женщины, и мужчины, и дети. И про эти мероприятия я тоже расскажу. Которые помогают нашим детям стать здоровыми личностями. Здоровыми имеется, я говорил, да, ментально, психически, эмоционально и физическими. Движимыми. То есть они двигаются вперед, они не стоят на месте, они не регрессируют. Высокими духовно-нравственными ценностями. Это база всего то, что я вообще транслирую тем же самым подросткам. Мы говорим только про духовно-нравственные ценности, про которые, к сожалению, говорят очень мало. Желающими, то есть у них есть уже внутренний задел, мотивация, что они действительно чего-то хотят. И способными, то есть они могут и умеют это делать, творить свою жизнь, то есть жить, и реализовывать свой потенциал на благо мира. В каждом слове была заложена определенная вот, глубокая идея. Если вот это вот необходимо дописать, это можно дописать. Еще раз говорю, у нас нет ничего нет, никак юридически не оформлено. Любой желающий может что-то предлагать. А по принципу, знаете, да, Королева, и там будет такая фраза: не согласен, критикуй, критикуешь, предлагай, предлагаешь, делаешь, отвечай. И вот все наши встречи, по идее, они будут формироваться именно по этим правилам. Мы будем критиковать, я расскажу схему критики, как мы будем работать, но мы должны будем что-то и предлагать. Ориентировочно формируются 3 сообщества. Это точка опоры родителей, вот оно.
Точка подростки, видели, ну, если видели у меня на странице, или вот у нас есть группа, с ребятами я уже собираюсь. И точка опоры учителя, ну это эксперты, учителя не только педагоги, учителя в смысле вообще, несящие какую-то информацию. Вы сегодня выступали в качестве учеников, она была сегодня в качестве учителя. Вот. Я расскажу, как эти штуки могут между собой взаимодействовать. Фраза «родители созидатели мира». О чем это? О том, что, ну, на все первой и второй встречи я тоже об этом говорил, что именно, мне кажется, а вы оспариваете или критикуете, что именно родители создают такой мир, который он есть сейчас. Мы в каком-то состоянии родили каких-то детей. И это дети либо мир создают, либо его разрушают. Любой человек, который сейчас влияет на мир, у него же были родители. Ну, в любом случае, тот, кто его родил, по крайней мере. То есть он в него уже какую-то, пожалуйста, память генетическую или эпигенетическую, вы на самом деле, Евгений говорил больше даже про эпигенетику, да, это когда передаются всевозможные эмоциональные состояния. Мы тоже это вкладываем. Мы, как родители, несем, ну я считаю, да, мы несем определенную ответственность за будущее не наших детей, а за будущее вообще мира. Потому что дети же не то что говорят, надо оставить землю для наших детей. Надо воспитать так детей, чтобы они землю-то вообще оставили, если что, на будущее. Вот. Эту фразу я уже говорил, что мне кажется, что родители, хорошо, чтобы они воспитывали будущих именно родителей. Эту вкладывали ценность, а не только думали о том, как сделать его успешным, вот этот успешный успех, с которым постоянно все приходят. Ну вот эти фразы, которые, что мы, кто-то говорил, да, про семя, что там кому-то нужно было посеять, да? Да, как раз, да. О том, что как раз семейные традиции — это та плодородная почва, которую мы именно что, да, засеиваем семя, мы за ним ухаживаем, мы убираем ненужные сорняки, это то, что лишнее не нужно ребенку. Следим за тем, чтобы действительно возрастала культура. Что такое культура? Это же не только картины или музыка. Вот мы про культуру поговорим. А культура — это вообще, если переводить, да, там, то есть древнегреческого, кабачок — это же культура, это что-то взрощенное. Дети — это же что-то взрощенное, намеренно взрощенное, культивированное. И работая с ребятами, вот родилась такая мысль, что воздействует на ребенка в его вот жизни. Я расскажу, почему я выбрал именно подростковый возраст. Сейчас тоже чуть-чуть дальше об этом скажу. Согласны вы или не согласны? Про круг воздействия. Это сами дети сказали, да, это вот 2 года назад у меня эта концепция начала как-то формироваться при взаимодействии с детьми. Что на них как-то влияет их семья, взаимоотношения в семье, на них влияют их друзья и их школа. И глядя на вот эту картинку, как вы считаете, что это, если вот эта вот, не знаю, то есть диаграмма будет дальше расширяться, во что она будет переходить? Давайте поговорим. Вот. Это ребенок, это вы, это, видите, 3 точки опоры, это вот 4-я, это ваш внутренний стержень. Семья, каким образом дальше будет вот это вот, если вот эта вот окружность, она будет дальше развиваться, что там будет дальше, вот в этом векторе, туда? Я семья, это его семья, что дальше будет? Дети. Ну, дай Бог, что будут и дети, ну в смысле в семье, да? Я, так как меня учат воспитывать родители, те ценности, тот сценарий поведения, как в семье меня обучили, я так и буду воспитывать собственных детей и работать со своей семьей. Это понятно сейчас, да? Друзья, во что переходит? То, как я умею общаться с людьми, то, как я взаимодействую, какую среду для общения я сейчас выбираю, дальше во что это перерастет? Да, было занятие жизни. Друзья, Взаимоотношения с людьми. взаимоотношения с людьми. Оно, возможно, перерастет то общество, в котором я захочу пребывать. Поэтому это в будущем семья, это общество, а это, здесь заметьте, да, садик, начальные классы, школа, СПО, институт, та-та-та, карьера и работа. То есть, то какое, это не значит, что если там в школе я лентяй, это очень условно, почему дети там делают, не делают домашку, это немножко другое. Но то, как я выстраиваю эту линию, так я выстраиваю свою будущую там жизнь там, или карьеру. Вопрос, вектор я этот выбрал, чтобы добраться до карьеры, либо, допустим, работать на благо мира. Я вот тоже, это очень интересный момент. Работать ради денег. Ко мне обращались
Значит, у меня как бы есть профориентационные методики, но это не тесты. Говорит, Станислав, в общем, ваша задача, когда пришли корректировать детей, чтобы ребенок согласился работать в прокуратуре, потому что там хорошая пенсия. Это жить еще. Вы прикиньте, ну просто мама, она уже в предпенсионном возрасте, она там мыслит на своем базовом уровне. Я должен ребенка как бы привести к тому, чтобы он стал вот... И она говорит, мне бесит, он не догоняет, что самое главное в жизни это пенсия. Скорректируйте, говорит. Человек, кстати, очень здравомыслящий, хороший пост занимает, то есть там вообще все нормально, там карьера. А что дальше, если расширить? Семья, общество, школа, институт, работа. Дальше, если что расширить, что можно еще получить? Дальше вот сюда что идет? Счетная семья. В любом смысле? Нет. Детей, еще семьи. Еще. И как это называется? Конечно. Это будет род. Это будет наследие. И здесь именно, когда вот я работаю с детьми, я сейчас расскажу, для чего вообще все это мы учили. На самом деле, вот то, что я вам рассказываю, это создание общего понятийного аппарата сообщества, чтобы мы друг друга понимали, о чем мы вообще говорим и к чему мы идем. Это ценности, культура, традиции, здоровье, духовность. То, что закладывается нашими родителями, то бишь вами и так далее, и так далее, и так далее, и переходит каким-то образом в род, тем самым передавая генетические и эпигенетические заболевания, наши состояния, страхи, тревоги, либо, допустим, уверенность в завтрашнем дне. Кому что передалось, какие травмы испытали. А школа во что будет переходить? Школа, работа во что? Хотелось бы. Дело жизни. Вот, ну, успех тут сказал, да. Что такое? Еще хорошо. Благосостояние, да. Успех не всегда равно. Самореализация. Самореализация. Я это назвал, тема называется «дело». То есть человек формируется на основании рода, то есть это же обратная взаимосвязь, да, туда и туда. Человек формируется, для человека важно дело в жизни, дело. Чем назвать это призвание? Это не работа, не карьера, это немножко другое. Если брать восточную философию, то дело имеет там второй или третий порядок, к чему мы должны прийти. Если вы занимаетесь нелюбимым делом, вы страдаете и болеете. Ваша психосоматика может быть точно так же связана, потому что вы не нравится, чем вы заняты в своей жизни. Не занимаемым местом, а вообще профилем. А некоторые в 40 лет боятся поменять работу, думая о том, что надо же на работе долго работать, опять же, там, беспокойся о пенсии, что-то еще. А школа дает для этого навыки, знания, да, и реализация, я вот добавил, на благо мира. Дай Бог, чтобы оно пошло именно туда, в это русло. А вот друзья, общество, в общей картине мира, во что это переходит? Человечество, да. Я называю это мир. Да? Это мир, буквально это какое-то общество, где мы учимся взаимодействию и взаимоотношениям. Жену-то я отсюда буду брать, не отсюда же, не отсюда, да? А из друзей, допустим, там, или партнера какого-то. То есть получается, у человека 3 составляющие. Возможно, если захотите, добавите. Это действие нашего рода, нашего наследия, а мы от этого никуда не можем деться. Это то дело призвания, которое я в своей жизни выбираю. То есть я реализуюсь на благо мира, я исполняю собственную миссию. Вы знаете, что у каждого человека может быть в жизни своя миссия. Есть определенная методика, если хотите, то я на 4 уже пообещал, значит, что у нас на привязанность, на 5 мы можем провести практику по поиску своей жизненной миссии. Чтобы здесь удовлетвориться, да? То есть мы, смотрите, можем в нашем сообществе общаться на тему дела призвания, родовое наследие, это же и про здоровье, и про мир, и про общество, как взаимодействовать, как нам между собой взаимодействовать. Вот наше сообщество, оно где-то здесь. И поэтому выделились такие 3 направления. Подростки, родители и эксперты, я назвал. Ну, эксперты, учителя. Почему здесь, как вы считаете, написано не дети? Ну, потому что подростки так и дети. Почему подростки? Для кого? Для родителей. Потому что подростки, они могут уже... Кто-то дети и в 20 лет. Кто-то дети и в 40 лет. А возраст, пожалуйста, видишь, как подросток? Это все дети. Официально подросток это 11-18 лет. Не 13, кстати, с 11.
Он называет еще предподростковым. У меня ребенок сын 11, я чувствую, что он уже преподросток. Там уже резкие изменения пошли. Прямо. В том числе и физиологически. Волосня полезла, все дела. В 11 лет, не 13. Вот. Почему подростки? Мы же с вами интерактив, мы пытаемся мышление развивать. У них как раз идет формирование какого-то осмысления себя и мира С вокруг. ними уже Нестандартный общаться взгляд на жизнь. Потому что Так, родители, я они знаю, просто общаться не можно со видят. всеми, а особенно еще с неродившимися детьми. Если Ну, что. осознанно Ну, общаться можно. Потому что они как И получается, самостоятельно. Как самостоятельно. Как самостоятельно учатся. Дети, они еще под влиянием Они к родителей. экспериментам готовы, вызов жизни какой-то новый там взять, бросить. Чем они могут быть полезны сообществу? Они могут уже Ну, вносить это какие-то наши свои продолжатели, предложения. как бы, они отражение Они нас. выбирают свой путь. Или пойти. Подростки опытом. – это отражение мира. Мне кажется, очень явно они показывают, во-первых, стиль субкультуры и так далее, и так далее. Вот смотрите, сколько сейчас какашек. Что, какая разница, мужчина, женщина, давайте поговорим про гендерную принадлежность, ой, это их любимая тема. Вот. В Америке там вообще беспредел творится по этому поводу, и родители там против этого. То есть там в Европе с этими, знаете, что творится, извращенные вещи. Одно дело права человека, а другое дело извращений, которые уже вносятся в школу. И подростки это очень хорошо показывают. Все ваши проблемы в семье, которые существуют у всех людей, подростки очень хорошо отражают. Они отражают не только вас, а вы же это, мы же пришли к тому, что вы же это мир, они отражают и проблему мира. Мне кажется, если обращать внимание на подростка, то можно понять, что сейчас не так. В городе, в стране, в мире. Это мое мнение, если вы можете его разделять или не разделять. Поэтому подростки это отличное проецирование и реагирование на все, что происходит. Потому что ребенок, он такое адаптивное существо. Либо маме было хорошо, хочешь сюда, а подросток скажет, не, подождите, у меня есть собственное мнение. Я за это их очень люблю и уважаю, когда я с ними общаюсь. Я говорю, я почему обожаю с вами разговаривать, потому что вы говорите правду. Вот ему нравится, не нравится, он сразу скажет. А взрослые могут очень нехорошо умеют притворяться. Там фиг поймешь вообще, что он на самом деле думает. По подростку сразу очень хорошо видно. Ага, это те, кто? Как они на наш мир влияют? Учителя, эксперты, как они влияют? Ну, я назвал это изучение мира, то есть они дают какие-то предположения, идеи и мысли. То есть любой специалист, который приходит, я вот могу тоже вам только идею дать. Я не говорю вам, как делать правильно, я не говорю вам совет, или я не делаю это только за вас. Я предлагаю только идею. Соответственно, если это говорить про точку опоры учителей или экспертов, это просто сообщество людей, которые будут выдвигать разные предложения, а вы, родители, пожалуйста, пробуйте делать или не делать. Ну, нажал автоматически. Родители, мне кажется, это воспитатели мира. Вот и возвращаемся к тому, что родители это созидатели мира. То есть, мне кажется, что именно родители это изменение и воплощение каких-то идей, да, и каких-то реагирований и проецирований. Наша задача именно, чтобы наши дети, которые потом будут родителями, мы делали какие-то... Мы можем как родители что-то изменить в себе. Да? Мы пришли в этот мир, да, если говорить про родовую систему. Очень хорошая отдельная еще тема, там, чуть ли не 7-я встреча, про родовую систему. Как раз то, что там места пусто не бывает. И далее расскажу вам, как эти складываются кирпичная система, стена родовой системы. Суть в том, что я пришел здесь, и я знаю, что у меня там в роду было что-то не так. Либо я это оставляю и отдаю это детям дальше, и это продолжается, либо я, как ответственный родитель, начинаю эти изменения, в первую очередь, в себе, дальше, чтобы ребенок мой был психически и физически здоров. Поэтому я изменяю мир. И я воплощаю какие-то новые идеи, или я воплощаю эти реагирования, о чем мне сообщает мой подросток, что подожди, сейчас нужно по-другому, да, нужно, как раз сказали, нужно быть в теме, да, и тому подобное. Вот такая вот получается концепция. Предлагаю двигаться, да, по принципу не согласен, критикуешь, предлагаешь, делать, живешь, отвечай. Дай Бог, как бы дойти до сюда, тут будем смотреть дальше, то есть что мы можем физически сделать. Пришла такая мысль, и мы это уже обсудили с рядом физических учреждений, что есть некий центр знаний, центр культуры и центр решений. Библиотека, это сразу говорю, это центр знаний. То есть вы сюда пришли чисто на лекции, как я вам об этом сказал сейчас. Назвал это обучением вовлеченности, то есть это лекции и тренинги. Вот он такой жизненный пример. Всем рассказываю про Третий Рейх.
ну, такой самый эффективный, такой самый цепляющий момент. Огромное количество хороших журналов, альбомов иллюстраций анатомии человека нарисовали немецкие, нацистские врачи в концлагере. То есть эти знания сейчас тоже перешли, они используются. И благодаря тем опытам, которые были проведены в концентрационных лагерях, мы знаем что-то про здоровье и даже, может, лечимся от каких-то болезней, потому что там проводились эксперименты. И то есть мы сидим здесь, знаниями напитываемся, детей впендюриваем эти знания в голову, скрываем в школе, да, напихиваем, там же не впихивается, мы продали. Секции еще 5, чтобы у него было, что он пришел домой, свалился с ног. Вот, потом думаю, а что он такой весь нервный? Даже удивительно. Почему он не справляется с этим? И вот мне кажется, что чтобы вот эта обучаемость, вовлеченность, знания применялись так, как нужно, очень важно не забывать про культуру человека. И с ребятами, когда я провожу мастер-класс, я говорю именно про внутренний стержень, про фундамент человека, это его внутреннюю культуру. А базируется она, безусловно, на духовно-нравственных ценностях. И вот у нас есть знания, мы с вами обсудили духовно-нравственные ценности, мы в них как-то погрузились. Дальше что? Дальше мы что-то начинаем делать. Это предполагается как центр решения. Что мы в дискуссиях, обсуждениях выдвигаем конкретные предложения и начинаем что-то делать. Вот, все, я закончил. Это вкратце та концепция, которую можно развивать через сообщество «Точка опоры». Это библиотека, это культурные мероприятия, плюс культурные учреждения, с которыми мы тоже уже договорились, где проводим мероприятия совместно, как союз семей. И это у нас под вопросом, возможно, что это будет крило, например, то где место, где будет собираться костяк каких-то родителей, где мы буквально в определенных стратегических сессиях будем разрабатывать какие-то вот эти вот всевозможные предложения. Вот. Но это все-таки теория. Вопросы? Я предлагаю есть слона кусочек. Давайте выберем, с какой стороны будем кушать его. Возьмемся за ноги или за руки. Где мы его укусим? За какую левую правую ягодицу? Вот. Значит, в чем большая? Задача в том, что мы здесь встречаемся, мы получаем знания. Нужно ли что-то обсуждать, тогда это нужен другой формат, в виде дискуссионного какого-то формата выстраивать. Нужен флипчарт, куда все это мы выписываем, что-то предпринимаем. Групповая работа очень хорошо помогает разобраться в чем-то. Сам провожу именно групповые занятия. Там действительно голова у людей кипит. Они делятся, прорываются эмоции, потому что это не всегда так даже получается. И мы можем к чему-то прийти. Понимаете как? Когда один человек это предлагает, второй поддерживает, а непонятно, надо вам это или не надо. Вот то, что сегодня я пытался вам донести, насколько понятно, насколько вообще это необходимо, либо это утопия. Очень важно ваше мнение. У вас здесь сейчас, у нас было 30, сейчас 6, 7, 8, 16, думаю, человек 20 получается. Да, а какую проблему конкретно мы можем решить? Вот чтобы понятно. Это наше Хороший вопрос. Любую, какую нам надо. Какую-нибудь. У кого-нибудь есть там проблемы на уровне города, да? Почему только на уровне города? Мы можем... хотя бы... Мы работаем по такому... Спасибо за вопрос. Подождите. Я сейчас скажу, как мы это будем делать. Все? Ага, вот. Самое главное, спасибо. Я собираюсь с подростками, собираются педагоги, то есть предполагается, что будет еще десяток педагогов, тренеров и так далее, кто будет работать с ребятами физически, чтобы это возможно было, допустим, хотя бы в городе Сыктывкаре. Мы собрались с ними и начинаем критиковать. Кого мы начинаем критиковать? Учителей и родителей. И вываливаем все какахи, только какие можно выложить. Как только мы покритиковали, мы собрали эту критику и предлагаем решение, что бы они хотели, что они могут сделать. Два будет варианта. Что они могут сделать и что бы они хотели, чтобы сделали вы, родители, либо учителя. Собираемся с родителями, начинаем критиковать подростков, детей своих, таких вот, что им надо, почему им в школу не ходят, задолбали, где их мотивация, я в ваше время, там и вот. И этих учителей, которые,
Вообще там, они детей не умеют, они не умеют учить наших детей. Вся проблема-то в них. Я же мать-то хорошая, а вот была бы учительница, и все было хорошо. И собрались учителя, и там от души, блин, эти родители, них хрена, которые ничего, да, и эти подруги, да. Навалили мы этих критики, обязательно предложили варианты, и потом это совместно все посмотрели на все три стороны вкупе. Это в идеале. Чтобы это начать, нам, как родителям, которым мы друг друга не знаем, заметьте, не из одного класса, да, за руку всегда вас не тащили. Если брать какое-то массовое мероприятие, организованное организацией, то вас заставляют куда-то приходить. Здесь идея такая, вас же сюда никто не заставил прийти. Вы сюда пришли, мы друг друга не знаем, вы с разных районов, с разных школ. И мы взяли и напитали вот это вот, что нам не нравится, и что мы можем сделать, и что мы не можем сделать, и чтобы подумать о том, кто бы мог это решить. Если вообще это вообще нужно. А может быть это не нужно. Решать вам. Сейчас понятно, как будем работать? Какую критикуем, мы мозговым штурмом выложим всю критику, какая только есть. Нет, это понятно. Я думала, допустим, там, в городе не хватает площадок для выгула собак. Вот это конкретная проблема. А что у нас мы можем сделать, чтобы что-то стало лучше, как поняла, жить детям нашим? Ну я даже не такую вот, не знаю, не могу объяснить. Ну, мы можем затрагивать разные сферы. Вы говорите сейчас больше про урбанистику, допустим, да? Ну, это пример, про архитектуру. Других проблем на куче. Ну, пожалуйста. Ну, какую-нибудь назовите. Что можно? Какая у нас проблема? Я сейчас буду рассказывать, это будет моя проблема. Нет, а если мы вкупе сделаем мозговым штурмом, не сейчас, это будет проблема разных людей. И будем их вместе собирать в группу, но это определенная есть система, вот, работа с большой группой, фасилитационная сессия называется, где мы выкидываем все это мысли, формируем по группам, там, ранжируем, выводим, что мы можем, что не можем и так далее. Но это технология. Вопрос желания вообще, надо это или не надо, или это бесполезно? Надо. Что вы готовы сделать для того, чтобы это надо, что-то, начало происходить? Делиться опытом, знаниями. У вас на это есть время? Найдем. Хорошо. Пожалуйста, коллеги. Сколько нужно времени нам, чтобы собраться? Сколько нам, возможно, нужен человек? Можете ли вы привести, допустим, у мужа, чтобы еще мужчины были и тому подобное? Или вас кто-то должен сорганизовать? Или вы сами сорганизуетесь? Как лучше сделать? Вас сорганизовать. Что для этого нужно сделать? Как вам эту информацию передать? Как вы информацию получили, чтобы прийти сюда? Это через сайт, да? Как еще? Есть страница, да, точка опоры есть, оно в интернете группа. ВК же где? ВК, да. То есть нужно подписаться, чтобы Вот это знать, вот что QR-код, да. Точка опоры не ВКонтакте. убирайте. Самая главная задача – это не создание родительского комитета, где мы на кого-то жалуемся, и только жалуемся, лишь бы выговорить все свои настрадальческие эмоции. А задача прийти к какому-то именно решению. А потом что-то начать делать. А потом вместе пойти, допустим, высадить деревья, развесить кормушки, чтобы детям показать. Проект какой? Да, не обязательно на это грант, мы можем это сделать сами. Можно пойти, вот у меня есть отцовская школа, да, то есть где мы через традиции, то есть мы с ребятами играем в традиционные игры и дворовые игры. Мы можем с семьями взять и поиграть. Что же это, кто-то нам придет и реализует с нами какой-то грант? Если мы можем просто выйти на улицу и поиграть. Нас ждет в инстанции юнатов, если что. Там огромные площади, уже договорились. Они приходите, проводите мероприятия. Там тепло, можно чай попить. Там, и, не знаю, с зоопарком что-нибудь придумать. Там огромная площадь, там 4 гектара. Делайте. Там можно создать, я даже общался с директором, получается. Там можно создать общественное пространство. Чего нет? Но только не ждать, опять же, кто-то его сделает, сколотит. Пойти и сколотить. Но на это надо время и желание. Вот.
Вот что. как Извините, что. можно вопрос? А вы озвучили, что уже сейчас подростков где-то собираете. Да. А где вы их собираете, расскажите, и на какие На моей странице и в этой группе я выкладываю информацию. И мы собирались. Сейчас площадка бесплатная. Это Доброштаб, центр добровольчества, который на площади в Академии. У нас есть центр добровольчества. У них есть очень хорошие помещения. Для чего создается сообщество подростки? Я сам заинтересованное лицо, мне 11 лет. Мы, наверное, все хотим, я скажу мы, чтобы наши дети общались в здоровой среде подростковой. Где эта подростковая здоровая среда? Если ее нет, значит нужно что сделать? Ее создать. Мы вот этим и занимаемся. Но я один, то есть там Елена, плюс еще кто-то, мы не сможем это сделать. Потому что создать здоровую площадку для подростков, наверное, должны родители. Для этого мы проводим мероприятия. Нам за это же никто не платит деньги. Это потому что нам так хочется вот этого здоровых детей, на всех, опять же, уровнях. Где мы говорим о ценности, что у нас, вообще-то мы не курим здесь, матом не ругаемся. Сейчас собрался коллектив, там ребята вообще замечательные. И причем, знаете, не все дети слушают Моргенштерна. Вот все говорят, что все такие вообще ничто. Отличные дети, вообще замечательные. Все здравомыслящие, все переживающие за свое будущее. А им пообщаться с такими же, как негде, потому что в школе надо соответствовать вот этому такому, притворяться кем-то там, да? А внутри-то хочется с нормальными детьми. Где этих нормальных детей взять? Пожалуйста, вот, давайте формировать, давайте привлекать. Но опять же, это работа именно родителей на добровольных началах. Не привязаны мы ни к чему, никакой школе, вообще. Нам, в принципе, над нами никто не стоит. Мы вместе в содружестве, то же самое там, у нас где-то дальше. Это вот Национальная родительская ассоциация, да? То есть это вот партнеры, то есть мы в таком вот, в горизонтальном, получается, положении, не вертикальном. Я считаю, это огромное преимущество. А что-то мы не выполняем, галки мы не ставим. Потому что какая сейчас есть идеология у подростков? Есть какая-то идеология? Чем не дышит? Нет, идеология имеется в виду идея. Это сейчас какая? Вовлеченность их в процессы какая, кроме гаджетов? Материально. Материально? Есть такое. Да. А что, в том-то и дело, что нет идей. У нас есть, Елена, не знаю, если я скажу правильно, что добавить, да? Это вот у нас патриотизм, юнармия и добровольчество, волонтерство. Слышали, наверное. Вот. Может быть, еще что-то есть? Есть, еще есть РДШ, хорошо. РДШ это сверху. Вот. Я предлагаю нам прийти, чтобы родители, не человек, родители выработали какую-то идею. И эту идею транслируют сами, пожалуйста, сами двигайте то сообщество, в котором вы хотите, чтобы взращивались ваши дети. Давайте создадим вот эту почву. Но только каждый должен прийти с лопатой. И туда сеять и взрастать культуру. Все очень просто. Захотеть только надо. Ага, будем заканчивать вопросы и... Давайте мы следующую тему определим. Следующая тема. Я уже забыла, там что-то на 7 шагов вперед уже. Следующая тема будет привязанность. Но это будем мы, да, по взаимоотношению с детьми. Да? Это привязанность. А есть понимание по дате, когда? Обычно через 2 недели по воскресеньям. Так. Через 2 2 раза в месяц примерно так. Ну да, это примерно. Будет запрос другой, пожалуйста. А площадка тут? Ну, у нас площадка знания, это у нас библиотека. Да. Аудитории разные. По сообществу. Что дальше? Каждый раз просто все от этой темы убегают. С лекции все понятно. Пришла, послушала. С сообществом что-то же надо делать. Домашнее задание. Домашнее задание нужно, да? Пожалуйста, вступите все в группу. Мы будем туда выкладывать варианты, где мы можем встретиться и провести именно тренинг в тренинговом формате, пообщаться с родителями. Не лекция на тему, что такое привязанность, хотя все равно это интерактив, да? А именно тренинговый формат, где мы что-то будем вырабатывать. Вытащим какую-то одну тему. Хорошо, там, курение вейпов. Да? Как профилактика и как выхода из этой зависимости. Как не сформировать внутри семьи такую предрасположенность, что у ребенка изначально формируется, то есть зависимость, она закладывается. То есть ребенок,
Курение это уже итог чего-то, это не начало. То есть нужна профилактика, что дома нужно исправить, как поменять свое мышление, чтобы атмосфера была такая, чтобы ребенку не было, да он попробует, но не было желания и повода продолжать это курить, допустим. Пожалуйста, пробуй. Ну, потому что я знаю, что эта тема, ну, кого-то, конечно, актуальна, для кого-то может, не так сильно актуальна. Вариантов может быть много. Вопросы задавайте и давайте. Как ребенку попасть вот на эти встречи? У меня на странице, вы меня ВКонтакте меня знаете, я всегда пишу все предстоящие мероприятия. А как его туда направить, да? То есть, Как заставить? Ну, нет, я никогда ничего не заставляю. Не заставляю, не ругаю. Да, как его правильно предложить, чтобы у него появилось желание. Он такой... Рассказываю, как это будет работать. Не старпер будет какой-нибудь 40-летний им рассказывать, приходи, пацан. А в этом сообществе формируется у меня, я вам скажу, мы пришли к тому, что, ну мы же не друзья, вот если честно. Это всегда друзья. Ну, в каком мы упали в друзья? У меня вообще там 1-2 друга. Мы товарищи. Хорошее, приятное слово товарищи. У нас вот это внутреннее товарищество. Вас слово товарищи не смущает? Нет. Хорошее воспоминание, которое не забывает. Да, почему-то слово товарищи у вас ассоциируется с коммунистическим строем. Хотя слово товарищи это немножко как бы другое, но вот. И есть у нас понятие такое, как старший товарищ. А им что еще не наставники. Дальше идут наставники и менторы. Когда старшие товарищи, они будут привлекать ребят. Сейчас пишется статья о том, что такое точка опоры подростки. У нас уже была первая встреча, у нас была игротека. Там ребята пили чай, общались, вот, и играли в игры, и чуть-чуть мы рассказали о том, что, ну, вообще, что мы планируем делать. Какие-то проекты, допустим. Одна девочка будет вести направление как профориентирование. Она будет брать у взрослых интервью, либо это будет подкаст, либо это будет на телефон, это будет публиковаться, и таким образом тоже ребят вовлекать в процесс. Они без родителей там находятся? Без. Конечно, Вот без. это важно, да? Нет, это точка опоры подростки. Есть точка опоры Так же, как мы родителей. здесь родители. А самое лучшее собрать общее мероприятие. У меня есть игры родителей с подростками. Специальными карточками, кто был на первом занятии, там всякие такие провокационные вопросы, где вы про своих детей столько узнаете, а дети про вас только узнают. Это очень хороший повод, как точка соприкосновения, взаимодействия. И это все точки, это не одна, а точки опоры. Можно я поделюсь, Станислав? Да, я была на занятиях у ребят на точке опоры, это подростки. И как раз вот эта игротека, и мы играли в мафию. Ну, я думаю, что все знают, что такое, да? Все закрывают глаза и, значит, ну, и убивают участников игры. И что самое интересное, ну, я тоже с детьми играла, и я была первой, кого они убили. Да, то есть я так поняла, что они меня в свою стаю не приняли. То есть нужно очень, не знаю, видимо, в доверие войти к детям, чтобы они действительно с нами взаимодействовали. Нет, я очень была удивлена, знаете, меня сразу убили. Что вы не мафия были, да? В том, что я не жить. Да, да, да. И вообще очень хорошо, вот это, чтобы в точке опоры подростки участвовал какой-то взрослый, чтобы он мог давать оценку со стороны. Ну и рассказывать, что да, там все здорово, нормально, что там нет никаких чего-то там ненужного или неправильного, что действительно все основано на духовно-нравственных ценностях. Вот как раз Татьяна, один из представителей. Стас, ты выложишь, да, вот эту презентацию? Потому что, Презентацию? Ну да, потому что вот направляешь на группу людей, а там же мало чего понятно. Я сделаю статью, ну подожди, я понял. У Михаила просто был запрос, давай там больше пиши, чтобы было понятнее. Концепция формируется. Я сделаю статью, где вот это... Про тезисы ленинские, вот. И чтобы народ человек понял. Чтобы он вот 100 раз не... Это все заказ, да, у меня большие деньги. Вообще очень приятно. Хорошо, я услышал. Вопрос о товарищах. Вы видите, какая была интересная реакция по поводу товарища? А как друг друга? Я спрашиваю ребят, я прихожу и говорю, как мы друг друга будем называть? Потому что слово подростки это не очень приятное слово. Подростки это для вас, чтобы было вам понятно. Они не называют друг друга подростками. Я говорю, как называть людей в вашем возрасте с 11 до 18 лет? Видите, сколько? Мы пришли к тому, что ребята. Ну хорошо. Ребята это вот все. А когда у нас общая есть идея, это как? Или ценности? Кто мы? Мы что, друзья? Ну мы не друзья еще, мы не подружились. Все мы не подружимся, надо же быть правдивыми. Когда говорят, давайте жить дружно, блин, это как? Я говорю, ну что значит? Ну это хорошие взаимоотношения, там, уважение, это да. А прямо у вас сколько друзей? 100 друзей?
Сколько настоящих друзей? Все задумались, сколько у вас друзей, да? 5. А, считаете. Ну, поэтому я предложу другое слово товарищ. Предложите какое-то там иностранное слово. Поэтому товарищи. Камрад. Да, еще лучше. Все, нам нужно сваливать нас отсюда. Ну, подумай.